Здравствуйте, дорогие мои братья и сестры. Это вновь я, Иоанн. Прошло немало времени, когда я дал первое послание, и вновь приступаю ко второму. Немало время прошло, и поэтому я хотел бы, Айдар, вам принести глубокое смирение, что так получилось, как мы говорим в духовном, что есмь, то есмь. Причин немало тому этой задержки, поэтому я бы хотел, чтобы вы никакой душевной внутри себя обиды не держали. Поэтому приступим. Главное же ответ дать на это. И поэтому давайте приступим без глубоких мыслей, без предисловий. Сразу начнем с ответов. Поставим, то есть вопросы, ответы. Постараемся их закончить прям с сегодняшним днем, то есть сегодняшним посланием. Вот. А вопросы, конечно же, немало и требуют тоже слов, что там не говори, хоть как, кратко не говори, все равно нужно затронуть так, чтобы было человеку донесено, что ли, это. Поэтому вопрос, на котором закончился, был 8. Напомню, как он звучал. Носил ли Иисус и его приспешник крестики? Далее следует 9 вопрос. Поклонялись ли они иконам? Вот если взять вопрос, поклонялись ли они иконам, вопрос растяжимый. Кто они? Да, задайтесь вы тоже вопросом, кто, если это слушал со стороны, они тоже, естественно, задали, кому он отвечает, кто они. Вот. И поэтому я, с вашего позволения, вот этот вопрос свяжу с 8. Почему я с него напомнил и с него начал? Вот и носил ли Иисус и его приспешник крестики? То есть это, я так понимаю, его ученики. Мы называем их, конечно, апостолами, учениками, путеводителями, подвижниками. Мы их называем братьями во Христе в духе. Это те, кто, знаете, мученически были перепиливаемы. Знаете, их заживо бросали в кипящий котел с водой, в кипящий котел с маслом. Отдавали на растерзание животным, львам, тиграм. Это люди, которые мученически пронесли это слово, и передали все свои труды, кто смог выжить, выстоять против этого, нам, тем, кто идет за Господом. Именно их путь, который они оставили, ведет в Царство Небесное. Он очень непростой. Поэтому и называется крестом. Вот Господь Бог нес на себе этот крест. Грехи человека, они очень тяжелы. Представь, как он был измучен, как он нес этот крест. Это был очень тяжелый крест, так как вот у меня даже в Псалме, вот здесь, например, написано, что его в 21-м Псалме, в 18 стихотворений написано, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. То есть он настолько был постник, он весил-то совсем немного, да, в отличие от нас. И представляешь, его кости, прям кожа и кости, и он такой крест на себе нес. То есть грех человека, когда ты заходишь в мир грядущий, это очень сложный. И за него немало придется ответить человеку перед нашим Создателем, то есть на суде Божьем. Поэтому он, когда нес этот крест, физически, он первый, Бог наш Иисус Христос, он нес этот крест. Мы это знаем доподлинно, нам это говорит Евангелие. И он нам передал, ученикам своим, сказав, кто не возьмет креста своего и не понесет его, не может быть моим учеником.
То есть, кто не возьмет креста своего и не понесет его за мной, не может быть моим учеником. Поэтому мы взяли крест, который Он дал. Он является, естественно, не физический, а духовный. И идем за Господом. Вот. Он, конечно же, непрост. Вот. Но с Божьей помощью преодолевается все. Поэтому Он и говорит, ничто не может делать без меня. Вот этот крест Он нес первый. И его ученики, я так понимаю, приспешники, которых, вы этим словом, это слово я не понимаю, это знаю, это можно растолковать как приставка, а спешники, спешит, вот это я растолковал, так и не понял. Слово не евангельское, и поэтому я не понимаю это слово и не вдавался, как говорится, в его толкование. Поэтому вот сейчас, напоминая этот вопрос, я прихожу к 9 вопросу, с которого и надо было начать. И я начал. Поклонялись ли они иконам? Сразу отвечаем, это апостолы, ученики, подвижники, братья наши, они не поклонялись, скажем, эти апостолы, кто был с ним очевидцами иконам. Потому что сама икона и есть Господь Бог наш Иисус Христос. Он был рядом с ними, Он был с ними, Он был в них внутри. Поэтому свет все время был с ними. Они лицезрели Господа, как Адам и Ева в раю. Поэтому они иконам не поклонялись. Это 9 вопрос. 10 вопрос. Какова первая заповедь Иисуса? Вы знаете, этот вопрос является чисто евангельским, чисто библейским вопросом. Поэтому я думаю, дай с Божьей помощью отвечу, чтобы у него не рассеялся ум, то есть в Духе Святом. Я возьму книгу Евангелия, как и прежде брал. Эта книга – основа основ веры христианской, на которой утверждается вся христианская сущность. Если этой книги нету, Евангелия, Библии, то нельзя представить христианство как христианство. Поэтому вот здесь, например, мы берем, скажем, у Матвея. Матвея, 22 глава, 35 стихотворение начинается. Этот вопрос задавали 2000 лет назад. Вот как и вы задаете, и я, пока не пришел к Христу, точно так же задавался этим вопросом. А когда принял христианство, то со временем этот вопрос у меня влился в сердце, в кровь мою, и оно до сих пор, и дай Господи, чтобы оно у меня было до скончания века моего, да, вот. Хотел еще сказать, знаете, кто такой законники, книжники, фарисеи, да, то есть книжники и законники – это люди, которые вели нацию и свой народ за собой именно по Писанию Моисеева. А когда Господь пришел, это Новый Завет, новое учение, поэтому им было все интересно. И вот они тоже задали вопрос, тот, который вы сейчас задаете. И Господь Бог, конечно же, на него отвечает как простой христианин. Он есть Христос. Но они его задали вопрос с искушением, как и часто в Евангелии бывает. Я вам уже и там выше отвечал, Саддукею, как он отвечал, они искушая его. Много вопросов где-то есть и познавательные, и такие вопросы, которые ему нужно ответить для народа, чтобы они веровали. И в основном, когда задавали такие лидеры, что ли, своих сект, саддукеи тоже были сектанты, фарисеи, все они были сектанты. И он отвечал вот таким ответом. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель», заметьте, называет его учитель кого? Простого плотника, простого человека из своего народа, так как они говорят, низшего. Называет учитель, потому что от него веет новым, именно учительством.
Он говорил не просто как книжники и фарисеи, как власть имеющий. Он сказал, так и есть. Потому что Он нас сотворил, Он нас, как говорится, и приведет к себе. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал им: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. То есть от начала, от Ноя и от этого пророка до последнего Ионии. Более него ни одного не было пророка. И вот эти две заповеди в христианстве, в нашей вере, в нашем учении являются столпы и утверждения веры Христовой. Поэтому эти два закона, которые Он дал, распространяются на человечество. Но если ты принимаешь это без Духа Святого, это просто надпись. А если ты положишь его в сердце и вольешь его в кровь свою, то оно будет у тебя внутри, здесь. Вот такой ответ на 10-й вопрос. 11. Где оригинал Библии и есть ли он вообще? Я начну его со второй части. И есть ли он вообще? Да, конечно же, есть. Вот только что я вам дал ответ на 9-й вопрос. Это книга, без которой не существует христианства. Ни одна церковь не может вести службу без этих книг Библии и Евангелия. Так как Библия является книгой Ветхого Завета, а Новый Завет, естественно, новый. Поэтому на этих двух книгах и идет вся православная служба. Я говорю за российские храмы, за Россию. Да, она есть, и вот она у каждого на руках, кто ее читает, независимо в каком государстве он живет. В западном, восточном, неважно, где есть христианство, там и есть оригинал этой Библии. А где он совсем, вот где оригинал Библии? Он находится во всех храмах России. Оригинал Библии. Если вы имеете в виду где-то одна книга, где она находится, вот, то она и находится в православии, в иудействе, в христианском иудействе, где есть христиане-иудеи, откуда и вышло Слово Божие, откуда и пришла это Евангелие всему человечеству, то есть через греков, с греков на Русь. Вот. Родина его, конечно же, Иудея. Там и есть оригинал, там, то есть эти книги, что сейчас мы на руках держим, они не были вот так вместе совмещены, они были по одному. Но, например, есть у Павла такие, к Тимофею, там есть такие слова, где он просит книжки. То есть по этим книжкам человек и учился, что ли, да? Вот, например, он говорит Тимофею, просит: Марка возьми и приведи с собой. Он письмо ему пишет: ибо он мне нужен для служения. Тихо я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филон, да, который я оставил в Трааде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Это послание к Тимофею, второе послание, я прочитал с 11 стихотворения до 13. То есть вот эти книги, по которым он службу вел, без книг службы не ведутся. Евангелие, Библия, это они все собирались воедино. Конечно, они были. Марк отдельно писал, Матфей отдельно писал. Все они писали отдельно книги,
а затем это Бог все сложил воедино и предоставил человечеству. И по нему, оригиналу этой Библии, по сей день идутся службы, и они есть. Вот. Далее. На каком языке, 12 вопрос, разговаривал Иисус? Доподлинно никто, знаете, доподлинно никто не знает, на каком языке. Вот. Но богословы, историки нам передают, они изучают на древнеарамейском языке. Вот. Арамейский язык, корень этих языков – это Сирия, Ирак. А предок этого языка, конечно же, семит. То есть у Ноя было 3 сына – Хам, Сим и Афет. Вот кого он, Сима, семит, один из сынов семит, предок. Вот это его вроде бы род, да, его язык. И Бог, наш Иисус Христос, говорил на арамейском. Никого нету из того времени сейчас, кто бы сказал: вы знаете, я свидетельствую, что Господь Бог, я слышал своими ушами, как Он говорит на арамейском языке. Никто такого не сказал. Вот. Но есть другое толкование. Я вам скажу так. Вот я татарин в прошлом. Да, был татарин. То есть, когда ты принимаешь христианство, в духе все равны. Там нет нации, Елена, как он нам Павел учит. Вот. Когда я был татарином, я читал именно русскую книгу, на русском языке, Евангелие, Библию. Значит, Бог со мной разговаривал на русском языке. Например, в Англии, или, скажем, западные страны, англичане, поляки, итальяне, без разницы, кто бы они ни были, они на переведенные Евангелие языки разговаривают с ним по его языку. То есть по-итальянскому. Бог не имеет определенного языка. Бог имеет все языки мира, потому что Он их и сотворил. Он разговаривает. Свидетельство. Вы можете сказать: а как же ты можешь свидетельствовать этому? Я вам отвечу. Например, Господь Иисус Христос разговаривал с Понтием Пилатом, который вел над ним суд, вот, на его языке, 1 на 1, на греческом. В совершенстве он с ним разговаривал. Был бы он, например, скажем, по нашим сейчас моментам там разным, там, римлян, англичанин, таджиком, узбеком, кто бы был этот Пилат национальности, он бы на этом языке разговаривал, без разницы. Он говорил на всех языках мира. Или, скажем, один язык его разливался на все языки мира. Только надо было тому, кто это слышит, уловить этот язык, и только он тебя спасет. Например, для меня русский язык – это миссионерский язык, потому что я уже вам рассказывал, кем я хотел быть, но именно русский язык, я и думаю по-русски, и говорю по-русски, хотя и понимаю по-татарски, вот, и частично говорю по-татарски. И вот мне именно на русском языке Бог открылся. Значит, Он был русский. Я могу смело так утверждать. Поэтому говорил Он, скажем, вот этот вопрос, на каком разговаривал Господь Иисус, Он разговаривал на всех языках в мире. Этот язык один, Божий, на все языки мира. Все, нет других языков, на которых ты мог бы понять, если он не Божий. Это вопрос 13. Кто вел учение о тройничестве Бога? Сам Отец наш Небесный, Господь Иисус Христос, в Духе Святом и вел это учение. 14 вопрос. Видел ли редактор Библии Павел Иисуса при жизни? Вот здесь я не понимаю, что за вопрос, да? Вот. Если, например, видел ли редактор Библии и поставить запятую, а потом Павел Иисуса при жизни, я все равно не понимаю. Но я так думаю, вы, наверное, задали вопрос: Павел, Савл, видел просто при жизни Иисуса или нет? Вот. Так вот, вторая часть вашего вопроса. Нет, он не видел. Он сам об этом пишет в послании. Он сам пишет.
Он говорит, знаете, здесь столько этих я попозже найду, я вам он сам пишет, что он видел Петра, брата Иакова, видел ли еще кого, он не видел. Поэтому из этого мы можем видеть, что он не видел Господа при жизни. Это вторая часть вопроса, да? А вот первый, видел ли редактор Библии, я не понимаю, слово редактор это Бог, я мог бы вот так прочитать, видел ли Бог Библии, что ли, я это не понимаю вопрос, поэтому я никак его не могу даже приблизительно растолковать, что ли, поэтому на него вы можете сами себе ответить. А вторая часть, вот ответ. Носила ли Дева Мария платок? Вот. Здесь носила ли Дева Мария платок, я бы вам здесь прочитал, знаете, я бы мог сказать, да, носила. Но хочу вам дать такой ответ, чтобы вы знали, что, например, он говорит о женщине и о мужчине, и о платке, все вместе здесь сразу, да? Это послание к Коринфянам, 11 глава. Начинается с 3 стихотворения. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». То есть каждому человеку, мужчине, глава Бог, а жене глава муж, а Христу глава Бог. Так он определяет. Всякий муж, дальше идет, молящийся или пророчество с покрытую головою, постыжает свою голову. А всякая жена, молящаяся или пророчество же, с открытую головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. И если жене стыдно быть острижена или обрита, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Потому что поброется она, и ангел не узнает ее. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Дальше он продолжает. Ибо жена от мужа, так и муж. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога. Рассудите сами, он начинает толковать нам, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волос даны ей вместо покрывала. И дальше нам говорит такие слова. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. То есть, что здесь говорится в послании к Коринфянам в 11 главе, от 3 стихотворения до 16. Женщина, конечно же, носила платок. Но были, раз он это пишет, те женщины, которые и не носили платок. Но те, кто не носили платок, мы знаем, это таких женщин, это первые феминистки, можно сказать, того времени, которые уже снимали платок, вот, теряя власть или выходя из власти мужа. И чем это дело заканчивалось, мы это знаем.
Поэтому приходить в те древние времена без платка, показываться мужчине на глаза, было просто стыдно и неприлично. Поэтому Пресвятая Богородица Мария, Матерь Божия, как самая смиренная женщина и как самая скромная, целомудренная, конечно же, она носила платок, как и все в те древние времена. Вот. Поэтому, да, она носила платок однозначно. 16 вопрос. Носил ли Иисус бороду? У нас есть доподлинные свидетельства тому, что он бороду носил. Например, лично я по своему опыту скажу. У нас здесь, в Москве, в Сретенском монастыре, есть дубликат плащаницы, на которой Господа Бога, после того, как сняли его с креста, завернули в эту плащаницу и ввели в гроб. Вот. Там остался его полный отпечаток, который по сей день ученые, это факт, это ученые, вы можете зайти в компьютер, почитать, увидать. Вот. Они по сей день исследуют и не могут понять, что же это за нерукотворное чудо. То есть это не чернилы, это что они не знают, но этот факт существует. Там полностью его тело, начиная с головы, кончая ногами, руки, и видно, как есть у него здесь щетина, борода, поэтому да, бороду Господь Бог наш Иисус Христос носил, и свидетельство тому вот здесь, в Сретенском монастыре, можете прийти, посмотреть в любое время, вот, когда заходишь, это очень трепетно, это так тебя, знаете, завораживает, что ты аж чувствуешь себя совершенно по-другому там, когда выходишь и думаешь, надо же, как будто прям ты рядом, это же подлинник. Поэтому, да, бороду он носил. 19 вопрос. Почему христиане не называют Бога таким же именем, каким его называл Иисус на арамейском языке? Вы знаете, я уже вам говорил, доподлинно неизвестно, на каком языке он его называл. Но мы знаем точно сердцем, что он называл его на Божьем языке. На Божьем языке нас. Но мы верим, что богословы, ученые, знаете, они это, как говорится, изучают все это. Есть археологи, которые находят, например, есть такие места здесь, когда он входит в храм, например, вот Господь Бог входит в храм, и, знаете, там люди, вот эти фарисеи, книжники, говорят ему, пусть они замолкнут, не кричат и не хвалят тебя так, например, да. Вот. То есть такая зависть проявлялась, такое высокомерие, тщеславие проявлялось в этих людях, что оно отдало отпечаток даже по сей день. Вот. И вот он говорит, и некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим, ну, то есть, чтобы они не кричали, Асана Давидову, сына Давида, говоря, благословен царь грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава вышних, чтобы они вот эти слова не кричали. Да? Но он сказал в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопоют. Даже если они умолкнут, начнут камни хвалить его. И вот проходит 2000 лет, археологи находят эти камни, и эти камни явно говорят о его существовании, о его жизни. Они даже находят камни, то есть времен Авраама. Представляете, есть доказательства, свидетельства, что при Аврааме, ну, глинописные такие вот дощечки, на них они определили, что там было даже 3 предмета, в школах они учили при Аврааме. Это был история, письменность, математика. Вот. Они даже историю учили при Аврааме. Представляете, вот камни говорят о делах Господних. И сейчас они находят по сей день дела Господни, там вазы, чаши, все это, да. Доказательства. Поэтому камни, говорит, возопьют, если я умолкну. Поэтому, знаете, мы называем Господа. Господа мы называем, как Он дал нам имя свое, Иисус Христос. На
арамейском языке это, на Божьем языке это, на каком бы это ни языке было, это звучит просто по-божески. Вот. Почему христиане не называют Бога таким же именем, как его называл Иисус на арамейском языке? Потому что мы послушные христиане, верующие, и живем по заповедям, и вот какое нам имя оставил Он, вот, таким мы его именем и называем. Сейчас, например, вот у вас, мусульман, Господа Иисуса Христа нашего звать Исо Пайгамбар, а у нас Иисус. Согласитесь, звучит почти довольно, без перевода понятно. Это Божие, понимаете, имя. И оно на всех языках одинаково звучит, какое Он оставил в Новом Завете. Так мы его и называем, у него есть свое толкование имени. Вот. Но не будем вдаваться, как говорим мы, в подробности. И так уже время у нас совсем поджимает. Почему в семинариях не изучают арамейский? Конечно же, в своем народе, там по сей день существует этот народ, арамейцы, также в Сирии, в Ираке. То есть они изучают и также служат Господу на арамейском языке. Конечно же, они изучают. И это факт. 21 вопрос. Зачем в Библию приписали слова Павла? Павел является, знаете, нашим вселенским учителем. Учителем язычников и учителем Слова Божия. Его учение для нас, верующих, является первостепенным. Знаете, мы скажем слово «при», опять же, это приставка же, да, приписали. Можно было сказать, конечно же, я бы сказал, что никогда слова Павла нигде не приписывались, вот, а они как бы кровью, что ли, трудами, болью вливались в каждого христианина, каждого, кто услышит Слово Божие и начнет к нему или с ним знакомиться. Знаете, вот какой был, скажем, Павел. Вот Евангелие, естественно, вот она. Послание к Коринфянам, 12 стихотворение. Знаете, давайте познакомимся с ним. Он говорит мне: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». И дальше говорит: «К стыду говорю». То есть послание к Римлянам я взял 12 глава, 1 стихотворение. Затем начинаю читать такое же второе послание к Коринфянам, но уже с 21 стихотворения. И вот после этих слов он говорит: «К стыду говорю». То есть не мы же должны его хвалить, вернее, не он себя хвалить должен, а мы его хвалить. А за что мы должны его хвалить? За то, что он нам открыл путь Христова, путь Господень. И через какие труды, послушайте. Сначала он знакомит нас, да? Вот они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраама, и я. Христову служителю в безумии говорю: я более. То есть я больше имеет в виду, да? Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темнице и многократно при смерти. Представляете? При смерти быть. Вот несколько раз он был при смерти. В тюрьмах, то есть как вот обычные тюрьмы есть, постоянно там был в тюрьме и при смерти. Это уже никуда, ни в какие рамки, говорится, не входит. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. В древнем иудействе, если тебе 40 ударов били палкой, то ты терял честь и уже никому не нужен был. Тебе никто больше бы палкой не бил. Но он сам перечисляет, без одного удара 5 раз его били. По 39, чтобы каждый раз
это наказание продолжалось, так как он уже нес Слово Божие, да. Вот. 3 раза меня били палками. Это, знаете, вот подстерегают люди, 3-5 человек. Вот он идет, там боли, и начинает палками забивать. Вот. И таким образом он не раз он при смерти был. И за что? За то, что нес Слово Божие. Однажды камнями побивали. Факт такой был, его вывели, побили камнями и вывели вне стан, то есть вне поселка, почитав, что он на самом деле умер. Но Бог его воскресил, и он жив. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках. В путешествиях имеется в виду, когда вот я шел и слово, нес Слово Божие. И вот он перечисляет, пока я нес Слово, в опасности на реках, в опасности от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасности от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасности между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, за кого бы забота о всех церквях, которых он открывал. Это же он ставил епископами, служителями, священством. Это он. Все сейчас вот есть служба, это он ставил всех. По воле Божией, естественно. Вот, и каждому надо было хотя бы один раз побывать там. Вот. Кто изнемогает, с кем бы я изнемогал, кто соблазняет, за кого бы я не воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощи моей. Он так и говорит, чем я слабее, тем я сильнее. Вся моя сила в немощах. Так Бог ему сказал. И вот он говорит, чтобы свидетельство все это было, говорит, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословен вовеки, знает, что я не лгу. Вот такой человек для нас икона. И мы преклоняемся, и не поклоняемся такому человеку, а преклоняемся. У нас даже в христианстве нет учения о поклонах иконам, а есть преклонение. Но есть 2 иконы, которым мы, христиане, поклоняемся. Это Господь Бог наш и Иисус Христос. Вот. И Пресвятая Богородица Матерь Божия. Эти оба иконы не просто сотворены. Например, первый – это лик Господа Иисуса Христа, когда Он вытерся неким полотном, и на нем отразилось лик образа. Второй, например, Лука, который писал, он был врач и художник, вот, этот апостол. Он тоже нарисовал, и когда он нарисовал его, по преданию говорит, что сама Пресвятая Богородица Матерь Божия спустилась с небес и благословила этот рисунок, что ли, да, эту икону, эту нарисованную икону. Поэтому эти 2 иконы мы поклонялись, поклоняемся, ну и будем поклоняться до скончания века. Все остальные, что мы видим в храме, мы преклоняемся. Мы так бы и преклонялись и пред вашим дедом. Вот. То есть слово «при» – это приставка, я вам уже говорил, да? Предизбрал, предопределил, приспешники. То есть это приставка, суффиксы, корни – это 4-5 класс. Поэтому, знаете, здесь мы никогда, знаете, за человеком, какой бы он ни был в нашем миру христианском, не поклоняемся, ибо Он не Бог же. Вот, мы только единому Богу, Иисусу Христу, Отцу нашему Небесному, в Духе Святом поклоняемся. Вот. А именно Пресвятая Богородица, она выше Серафима, выше Херувимов, всех архангелов и ангелов. Вот такая человеку досталась честь, которую родила Матерь Божия, то есть Матерь Господа нашего, да, Бога родила. Поэтому мы поклоняемся вот этим 2 иконам. А самого учения о поклонах у нас нету. Это даже когда ты задаешь, или кто-то вот задает со стороны вопрос, вы знаете, это даже звучит, конечно, с одной стороны, но как бы, познавательно, я бы сказал от себя, по человеческому рассуждению, как бы глупо. Вот.
Не будем вдаваться в это. Поэтому, знаете, слова приписали, конечно же, здесь не подходят. Ну, вы задали так, как задали, как вы видите это со стороны, а я вам объяснил, как это слово можно было бы и поиначе, иначе написать. Такой вопрос. 22 вопрос. Запрещал ли торговлю Иисус в синагогах? Вот здесь я вам выписал, чтобы вы тоже не имели, как я вам вначале говорил, некий рассеянный ум, что ли, а все, что читается с этой книги, это подлинник, оригинал, и самое главное, других слов ни один богослов или еще кто-то, самый выдающийся, не знаю, Богом почитаемый человек на земле, не скажет других слов, потому что это взято из этой книги. Любой богослов, библеист или духовник, кто бы он ни был, он вот так же возьмет и скажет: нет других слов на планете Земля. Вот такая вот речь. И вошел Иисус в храм Божий, это от Матфея 21 глава, до 13. 12 глава и 13 стихотворение. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. Миновщики – это деньги, которые валюту меняют. Вы представьте, что сейчас валюта меняется. Там у нас в ларьках, там где они, не в ларьках, а в специальных этих учреждениях. Так и тогда эта валюта менялась, но она менялась прям не в храме, а в придворе храма. То есть тоже как бы за забором, внутри храма. И поэтому Господь Бог рассердился, Он увидел, что там голубей, то есть это и куры, и голуби, животных меняли, продавали, картошка, лук, все это был на обычный рынок. И Он, когда взял все, и Он говорил им: написано: дом мой, домом молитвы наречется, а вы его сделали вертепом разбойников. То есть, понимаете, почему разбойников там? Представьте, тебя обманули с валютой, и вы начинаете прямо в придворе храма ругаться, драться, или там подсунули, допустим, как это обычно бывает, придешь за мясом, а на рынке тебе так подсунут, вроде бы видишь, сам говоришь, выбираешь, а тебе там подсунут кость или еще что-нибудь, и ты начинаешь возмущаться, и это все внутри храма. Конечно же, поэтому он говорит, как разбойники ведут себя в этом храме. Благодаря ему все это разошлось. И нету по сей день, и не будет, я думаю, впредь. 23 вопрос. Какая религия на данный момент соответствует его учению? Скажу только о своей. Только православная религия соответствует учению на сегодняшний день, и она будет завтра и до скончания века. Потому что вера православная, там не думайте, что там все прям, скажем, апостолы, Петр, там Иоанн, Иаков, Матвей. Там у нас в православии есть и Петр, который отрекался, и Иуда, которые продают. Конечно же, в нашей православии все эти, мы же люди, как говорится, мы немощны. Поэтому все это есть, но сама вера живет, и она будет жить до скончания века. 22 вопрос. Перед кем Иисус падал на лица свои? Знаете, сейчас 23 ответил, ниже идет 22 вопрос, а выше 22 был. А после 21 будет сейчас 21. То есть численность цифр, она портит, не соответствует численности, ломается. Я отвечаю так, как и написано. Перед кем Иисус падал на лица свои? Я так понимаю, перед кем Он молился? Да? Господь наш Иисус Христос. Если Он сам Бог, да? Он был во плоти же, Бога-человек.
Вот. Соответственно, он молился Отцу Своему Небесному, Создателю наш, который и родил его, Господа нашего Иисуса Христа, самом себе, Духа Святого и Бога. То есть он молился Отцу нашему Небесному. Почему все мусульмане любят и считают Иисуса пророком? Знаете, вопрос интересный и даже, знаете, вызывает в связи с этим вопросом такой же вопрос, обратный, что ли. Мы, почему Иисуса любим, Господа нашего Иисуса Христа, Бога и Создателя, Творца неба и земли и всего видимого и невидимого, знаем, почему мы Его любим. А почему вы любите? Это вас надо спросить. Почему вы любите Его? Я могу сказать своими, скажем, как Павел нас учит, по человеческому рассуждению, не в Духе Святом. Почему вы любите? И читаете пророка, но не попадаете и не будете с Господом никогда. Потому что на вас нет Христа, нет на вас крещения. Этим все сказано. 22 вопрос. Кому выгодно искажать религию Иисуса? Ну, только сатане, Люциферу, врагу человечества, антихристу. 23 вопрос. Каково же настоящее имя Иисуса на его языке? Вот. На его языке имя Господа Иисуса Христа так и звучит. Господь наш Иисус Христос. На любом. На вашем языке называя его, он звучит Исо Пайгамбар. И так на всех нациях он звучит так, потому что я уже вам говорил, язык Господа, вот, он язык единственный, Божий. Вот. Говорил ли он на иудейском, говорил ли он на аморейском. Вот. Доподлинно мы не нашли такого человека, который бы слышал и пришел и сказал нам, вот где он сейчас, мы его не видим. Вот. А то, что нам передают историки, богословы, вот. И мы это тоже, конечно, принимаем и учитываем. Двадцать четвёртый вопрос. Почему христиане решили, что синодальный перевод с греческого на русский не мог по древнему искажению? Я вам уже там в первых вопросах отвечал. С греческого, с таджикского, с татарского, с английского, итальянского и со всех языков мира, на какой бы язык он ни переводился, Божие Слово, он не будет никогда иметь искажения, потому что он и не может быть с искажением. Если он будет с искажением, и люди будут на нем учиться, то как же Богу они будут отвечать? Или как Бог с ним будет спрашивать? Он скажет, ты нам дал вот такой вот Евангелие или Библию на таком языке, вот с таким, скажем, службой, с такими писаниями, мы шли по нему. Поэтому он как однажды вышел в собранном виде все книги Евангелия, и как был переведен с первого народа, с первой нации по сегодняшний день, все они имеют подлинность и никаких искажений, никаких редактирований и ничто. Чтобы сатана мог потом нас с этим искажением взять свои наши души в ад, что ли? Нет, никогда, никакого искажения не может быть. 25 вопрос. Почему христиане поклоняются мощам, хотя Иисус этого не делал? Вы знаете, пути Господни неисповедимые и неисследуемые. Мы не знаем, что делал Господь Бог и Иисус Христос. Это вторая часть вашего вопроса. Откуда нам знать, что Господь Бог и Иисус сам Бог делает? Мы же создание, вот, горшечник. То есть горшок скажет ли, как Евангелие нам пишет, скажет ли горшечнику, почему ты меня так сделал? Я знаю, вот так мне надо сделать. Разве не Бог делает так, как Ему угодно? Поэтому мы не знаем этого, да? А христиане почему поклоняются? Опять же, мы никогда не поклоняемся мощам. Мы преклоняемся, поклоняемся, мы единственное, это только Богу. Богу нашему, Отцу Небесному и Иисусу Христу в Духе Святом. По-другому.
А самое главное, сколько бы я уже вам говорил, сколько бы я вам не говорил про это, вы никогда не можете это понять, да, троичность Бога. Никогда, потому что вы не имеете крещения, на вас нет Христа. Креста. Вот, понимаете, и вы не читаете молитву «Отче нашей», которую Господь Бог, то есть ученики спрашивали у Бога, вот, как нам, какой молитвой молиться. И вот Он им сказал, какой молитвой. То есть все, кто читает «Отче наш», являются учениками. Вы не читаете, вы не можете никогда это принять и понять. Мощам мы не поклоняемся, а каждый храм, который строится в России, и который существует, и существовал еще от начала, он строится и существует только на мощах его подвижников. То есть, если нет в этом храме подвижников его, нет в этом храме его людей, служивших Господу в чистоте и святости, там нет соединения Бога с этим храмом, потому что там нет его подвижника. А если он есть там, то прямое соединение Бога со своим человеком. И потом на его мощах Господь Бог благословляет чашу причащения. И эта чаша причащения является основа основ христианина, когда он, сам Бог нам говорит, да, чтобы мы причащались его тела, то есть его и крови его. И мы пьем кровь его и едим его тело. Довольно звучит непонятно. Также иудеи говорили, как это мы можем пить его кровь и его пить кровь и есть его тело. Он, наверное, говорит, безумец, он, наверное, служит Виезувелю, он, наверное, говорит, сектант или еще кто-то. Вот так они говорили, иудеи. Но в итоге оказалось, это его хлеб и кровь, это его сущность и наша христианская жизнь. И вот тут у вас 26-й вопрос. Подождите, я не сказал, что если в этих, нету в этих храмах мощей, то это уже не храм, и храмом являться не может. Он уже, знаете, он уже не храмом является, а кем, что угодно, там, поликлиника, бани, там, не знаю, больницей, кинотеатром и что угодно, потому что во всех этих сказано мной и перечисленных зданиях, там, учреждениях не бывает и нету мощей, и быть не может, кто принесет в баню или в кинотеатр эти мощи. Вот. Поэтому только в храмах и только на подвижных, и неважно, это там есть мученики, мученицы, просто святители, блаженные, на всех этих святых мощах строится этот храм, и причащение освящается именно на этих мощах. Поэтому для нас мощи имеют такое значение, имеют такую силу. Мощь – это и есть слово «сила». Вот. Имеют такую силу, они не являются нам для поклона. А мы преклоняемся. Где-то если мы едем, например, скажем, к мощам игумен Сергия Радужского, Сергия Посад, или к Серафиму Саровскому, или к Блаженной Матроне, где я неоднократно видел там и таджиков, и узбеков, и киргизов, и кого только я там не видел, да, по национальности. И она всем помогает, всем. И вам, если вы придете, вам с помощью, то есть с просьбой в сердце, она вам никогда не откажет. Вот. То есть мы туда идем преклониться перед человеком, который всю жизнь отдал своего Господу в чистоте и святости. Вот. И когда мы приходим, мы с трепетом, со всем сердцем, как к Богу обращаемся, потому что это в чистом виде ее посланник. Да? Вот. Поэтому для нас это имеет такую силу, вот, мы все равно не поклоняемся. Нет такого учения даже. Если было бы учение поклоняться, мы бы поклонялись бы иконам, мощам. Но у нас нет такого учения. У нас есть учение поклоняться только нашему Иисусу Христу. А помимо этого учения, потом, когда ты уже начинаешь жить в Господе, тебе само сердце говорит, вот, только Богу нашему Иисусу Христу и поклоняться. Вот.
Далее, вот заключительный 26 вопрос. Зачем христиане просят о помощи умерших, когда есть Всевышний Создатель? Вот, так звучит у вас завершающий 26 вопрос. Ну, я вам уже выше говорил по поводу саддукеев, такая была секта в те времена. Иродианцы, саддукеи, фарисеи, это, знаете, это секты, да, в те древние времена. Вот. Ну, у нас нету умерших. Когда мы через икону его лик видим, вот мы приходим, я по себе скажу, вот я подхожу, например, к игумену Сергию Радонежскому, к преподобному Серафиму Саровскому, блаженной Матроне, к Василию Великому, к святой мученице Татьяне, кому бы я ни подошел, Пресвятой Богородице Матери Божией, я подхожу как будто к ним живым. То есть они со мной общаются и слышат все мои слова, о которых я говорю. Я в это верю, и я знаю, если бы я не верил, я и был бы неверующий. Вот. Поэтому здесь мы не поклоняемся умершим. Бог сам говорит, я Бог Авраама, Бог Иисаака, Бог Иакова. То есть Бог не есть мертвых, но живых. Поэтому мы с ними общаемся как живыми. Вот ваш 26 вопрос. Вот. Затем у вас есть, я там прочитал, что вам ответил Али Вячеслав, который, вы сказали, ответил искренне и честно. Ну, на это я, конечно, бы ответил так. Во-первых, я разочарован о вашем понятии честность, искренность, вот, или там правда. Послушайте вот такое толкование. Вот смотрите, Иуда, я помню, простите, я сейчас про Али Вячеслава скажу, я помню этого человека лет 10-12, я его видел по телевизору, когда он вел диалог с отцом Сысоевым, Даниилом Сысоевым. Вот. Это был священнослужитель, этот Али Вячеслав. И он покинул Господа и ушел, скажем, в любую другую религию. Или, скажем, просто оставил Господа. Неважно, ушел он в мусульманство или ушел он в буддизм, и в англицизм, без разницы. Вот. Сам факт он покинул. И вот теперь Иуда, он был точно такой же, как Али Вячеслав. Он был рядом, он был с Господом, он был апостолом. Он служил Господу Богу. Понимаете? И ушел он, предал за 30 серебряников и удавился. Так вот, всякий, кто служит священнослужителем ему, или человек, который, я уже вам приводил не раз примеры, служит Господу и уходит, они удавились все, как и Иуда, только этот физически удавился, пошел и повесил себя, а эти духовно. Понимаете, в чем дело? И тут такой момент, что когда ты уходишь от таких, от Господа Бога своего, какая может быть честность, искренность, правда? Сами подумайте, это пища вам для размышления. Вот. Теперь далее. Может быть, это и не надо было говорить, но вот фон вокруг сзади, который меня, пожалуйста, не обращайте на это внимания. Я очень скромно живу, и поэтому такого у меня фона, может быть, я придумаю что-нибудь там, повешу просто или еще что, а так, пожалуйста, я думаю, не интересует людей, что там сзади, главное речь. Вот. Поэтому это тоже хотел заметить. Благодарю вас, Айдар, огромное вам спасибо, вы нашли время это все написать, создать эти вопросы, послать их. Вот. И прошу простить меня, конечно, за такой долгий разрыв. Спасибо вам, желаю вам, знаете, чистого сердца, рассудительности, обязательно трезвого ума, ясной веры. И, конечно же, помните, что человек не может никакого выкупа дать за свою душу. И никто не поможет из близких, ни папа, ни мама, никто. Никто не поможет вам, чтобы спасти свою душу. Поэтому Бог и говорит, кто оставит земли, отца, мать,
дома, сестер, детей и не пойдет за мной, не может быть моим учеником. То-то глубокий смысл. Нужно жизнь свою отдать за Господа, чтобы уйти из этого мира прямо Господу. Тогда по пути, пока вы будете подниматься, это все вы поймете. Это всякий человек понимает, только бы он веровал до конца Господу. А если ты этот крест, который Бог первый взял и передал нам, и сказал, несите его, вот, если мы скинем, мы также будем, как Иуда, и как многие люди, которые отреклись от Господа, и которые не живут с Ним, они все не имеют уже честности и искренности, в них нет этого, просто нету. Они его растеряли. А самое главное, вы знаете, человек, который теряет это, он прийти не может назад, потому что крещение бывает только один раз в жизни. Сохрани вас, Господи, Адер. Спасибо вам, всего доброго, будьте здоровы, берегите всех своих близких, родных и постарайтесь услышать те слова, которые я вам сказал. Бегайте от всех, кто бы вам внушал иное, потому что то, что говорит Рав Господи Ян, есть подлинное учение, потому что я есть христианин подлинный. Аминь.